Бисмилля. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ва саллаллаху ва саллама аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджма'ин. Аллахумма аллимна ма янфa'уна ва анфa'на бима алламтана ва зидна ильман нафи'a. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый джамаат, сегодня, иншааллах, поговорим о таком понятии, как ложь. На арабском языке ложь звучит как аль-кадиб. Три буквы. К, каф, за и ба. Аль-кадиб. Вот это слово, его нужно запомнить, то есть еще одно слово добавить в наш словарный запас арабского языка. Это слово нужно запомнить, и, иншаллах, по ходу лекции, по ходу урока будем применять, часто будем применять именно вот этот термин на арабском языке. Поэтому с самого начала нужно это слово запомнить. То есть аль-кадиб, что в переводе означает ложь. И вот это понятие ложь, все мы знаем, что это очень опасное качество, это является очень большим грехом. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы у него этого качества не было, чтобы в нашей речи, в наших разговорах лжи не было. И поэтому сегодня вот на этой лекции хотелось бы поговорить о некоторых вопросах, связанных с ложью, вспомнить некоторые хадисы, которые мы подзабыли, и чтобы мы вот эту тему пересмотрели, чтобы у нас было больше понимания в этом вопросе, и чтобы мы могли еще больше избавиться от этого качества. Самое первое, начнем с определения понятия ложь, аль-кадиб. Приведем определение, которое приводит ученый по имени Аль-Джахид, рахимахуллах, и он говорит: «Аль-кадибу хуаль ихбару ани шайи бихиляфи ма хуа бихи». Очень простое определение, то есть он говорит, что ложь – это когда это оповещение о чем-либо в несоответствии с действительностью. Простое определение, думаю, оно не нуждается в каких-то дополнительных пояснениях. Далее следует упомянуть, что ложь, она может быть как на словах, а также она может быть и действиями. То есть многие люди думают, что ложь – это обязательно какие-то слова. Это только то, что выходит из уст человека. Но это неправильно. На самом деле ложь, она может быть также и действиями, делами человека. И хотелось бы привести высказывание аш-шейх аль-Майдани, рахимахуллах, то есть ученый по имени аль-Майдани, рахимахуллах. Он затрагивает вот эту тему, и приведем только смысл его слов. И он говорит, что правдивость и ложь, так же, как они могут быть на словах, а также они могут быть и на делах. То есть правдивость и ложь могут быть словесными и могут проявляться в делах. Далее он приводит пример. То есть какой пример, какое доказательство можно привести этому? И он приводит историю Юсуфа, алейхиссалям. То есть известная история, не будем полностью ее сейчас упоминать, но мы помним, что в этой истории братья Юсуфа, алейхиссалям, бросают его в колодец, и затем, вернувшись к отцу, они говорят отцу о том, что Юсуфа, алейхиссалям, съел волк. И вот в этой истории на самом деле
братья Юсуфа, алейхиссалям, они совершают оба вида лжи. То есть один вид это на словах, потому что они говорят своему отцу, что Юсуф, алейхиссалям, съел волк. И также они совершают ложь делами. То есть каким образом? Когда они пришли к отцу, братья Юсуфа, они плакали. То есть вот этот ихний плач, это действие, оно лживое действие. И также еще какое ложное действие они сделали, это то, что они принесли своему отцу рубаху, на которой была кровь. И об этом рассказывается в Коране, в суре Юсуф говорится «Ваджа'у аля камисихи бидамин кадиб». То есть это в аяте приходит смысл такой: они показали лживую кровь на его рубашке. И видим, что кровь это не слова. То есть кровь это не слова, но тем не менее Аллах Субханаху ва Тааля называет эту кровь какой? Лживой. То есть это доказательство на то, что ложь, она может также проявляться и в делах. Поэтому вот нужно следить не только за своими устами, не только за своей речью, но также и за нашими действиями, потому что человек может обмануть посредством каких-то действий. Далее хотелось бы затронуть такой вопрос. Есть ли какие-либо ситуации, в которых ложь разрешается? То есть вопрос поставим таким образом: есть ли какие-либо ситуации, в которых ложь разрешается? То есть основу мы поняли. Основа, что ложь является грехом, это очень плохое качество. Но есть ли такие ситуации, когда ложь разрешается? Ученые говорят, да, что такие ситуации есть. И по этому поводу вот хотелось бы зачитать, привести высказывание Ибн Хазм, рахимахуллах. Ученый по имени Ибн Хазм говорит следующее: «Лейса куллю кадибин ма'сия». Он говорит, что не любая ложь является грехом. Не любая ложь является грехом. «Баль минху ма якуну та'атан лиллахи азза ва джалла ва фардан ва ваджибан я'си ман таракаху». Более того, он говорит, что некоторые виды лжи, они могут рассматриваться как поклонение. То есть удивительные слова, что некоторые виды лжи, они могут рассматриваться как поклонение Аллаху. Некоторые виды, они будут расцениваться как фарз, некоторые как ваджиб. В чем разница между фарзом и ваджибом, сейчас в это углубляться не будем, но переведем это одним словом как обязательное. То есть в некоторых случаях ложь, она обязательна, и если человек не солжет в некоторых ситуациях, то он будет считаться грешником. Это чьи слова? Слова Ибн Хазма, рахимахуллах. Далее он говорит следующее: «Сахха анна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каль». И в достоверном хадисе приходит, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Лейса аль-кадзабу аллази юслиху байна наси фаянми хайра». То есть приводит хадис пророка саллаллаху алейхи вассаляма: «Не является лжецом тот, кто старается примирять людей, сообщая им нечто благое». Еще раз зачитаю: «Не является лжецом тот, кто старается примирять людей, сообщая им нечто благое». К этому примеру, к этому хадису мы, иншаллах, еще вернемся. Далее Ибн Хазм продолжает свои слова и говорит: «Вакад абаха алейхиссалям кадиба раджули лимраатихи фима ястаджлибу бихи маваддатаха». И также пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, разрешил мужчине врать своей супруге, ну скажем, для укрепления любви. Для укрепления любви. «Вакадалика аль-кадиба фи аль-харб».
И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ложь в состоянии войны. ثم نقل الإجماع على أن المسلم يجب عليه أن يكذب إذا سأله سلطان ظالم عن مكان مسلم ليقتله ظلما. И далее Ибн Хазм, рахимахуллах, говорит, что существует единогласное мнение среди ученых, относительно следующей ситуации. Сейчас разберем вот эту ситуацию. Это когда у мусульманина спрашивает правитель, несправедливый правитель, о местонахождении какого-либо другого мусульманина для того, чтобы его убить. Что в этой ситуации должен сделать человек? Или как вот на себя, скажем, спроецируем эту ситуацию, скажем, можем даже поменять пример. К нам приходят бандиты и спрашивают о местонахождении какого-либо другого брата-мусульманина. Естественно, для того, чтобы причинить ему какой-то вред. Либо убить его, либо отобрать у него имущество, либо просто причинить ему вред здоровью там, и так далее. Что мы должны в этой ситуации сделать? То есть, должны ли мы говорить правду? Нет, здесь ученые говорят единогласно, что в этой ситуации нужно солгать. Иначе мы причиним вред брату-мусульманину. И далее Ибн Хазм продолжает свои слова: وَأَنَّهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَوْضِعِهِ كَانَ فَاسِقًا عَاصِيًا. И если в этой ситуации человек скажет правду и сообщит о местонахождении своего брата-мусульманина, то он будет считаться фасиком и аси, то есть нечестивец и грешник. Поэтому вот в этой последней ситуации человек обязан солгать. Человек обязан солгать, и он ни в коем случае правду говорить не должен. И здесь примеры, вот мы привели пример с бандитами, или это, как Ибн Хазм приводит пример, с правителем несправедливым. Речь идет именно о несправедливом правителе. Несправедливый, вот это слово подчеркиваем. Поэтому вот из этих высказываний, из слов Ибн Хазма, мы видим то, что есть ситуации, в которых шариат разрешает солгать, и более того, даже есть ситуации, в которых мусульманин не то что может, а он обязан солгать. И давайте вот сейчас рассмотрим вот эти ситуации более подробно, потому что вот эти примеры, которые приводит Ибн Хазм, они дают нам представление, дают какое-то понимание о тех ситуациях, в которых можно солгать или в которых человек даже должен солгать. Первая ситуация, это, как мы сказали, вот привели хадис, это ситуация, когда человек хочет примирить две стороны. Эти две стороны, это могут быть два человека, это могут быть две группы мусульман, два джамаата, это может быть два народа, это может быть два племени и так далее. То есть принцип один и тот же. И если человек, он чувствует в этой ситуации, что чтобы их примирить, нужно солгать, и у него больше никакого другого пути для того, чтобы их примирить, нет, то в этом случае солгать разрешается. Можно в этом случае солгать. Каким образом? То есть каким образом это может произойти? Скажем, например, человек подходит к одной стороне и начинает этой стороне рассказывать что-то о другой стороне положительное, хорошее. То есть, как пример, что вот представители того-то, того-то племени хотят с вами помириться. Я слышал, как они о вас хорошо отзываются.
я слышал, что они очень каются за то, что произошло, за то, что вот, произошел вот этот раздор и так далее, и так далее. То есть вот в таком ключе можно солгать, даже если этого не было на самом деле. И то есть таким образом человек смягчает сердца одной стороны. Затем человек может пойти к другой стороне и сказать что-то подобное, что-то похожее, чтобы смягчить также вторую сторону. И, иншаллах, вследствие вот этих вот действий, иншаллах, две стороны могут примириться. И очень часто бывает такая ситуация, когда две стороны, между ними какой-то раздор, между ними ссора, но они хотят помириться, но не хватает какого-то толчка, то есть не хватает какого-то звена, какой-то третьей стороны, чтобы эта сторона организовала перемирие. И поэтому, если кто-то вот в такой ситуации, кто-то видит, что он может помирить две стороны, и, как сказали, это не обязательно, что это два племени, два народа, то есть это может быть два мусульманина. Если у нас такая возможность есть, примирить их, то это будет очень благим и очень хорошим делом. Это первый пример, который привел Ибн Хазм. Дальше, и как видим, здесь цель, она благая, она хорошая. То есть это не просто какая-то личная выгода, это не просто желание обогатиться или еще что-то. А здесь видим цель, она благая, хорошая, поэтому шариат в этой ситуации разрешает ложь. Вторая ситуация, второй пример, который приводит Ибн Хазм, это мужчине разрешается солгать своей супруге для того, чтобы укрепить ихнюю любовь, сохранить семейный очаг. И это тоже благая цель, хорошая цель, потому что мы знаем, каким последствиям приводит развод, когда распадаются семьи, когда дети остаются сиротами, когда рушатся судьбы и так далее, и так далее. Поэтому цель благая, цель хорошая, поэтому шариат в этой ситуации тоже разрешает мужчине солгать своей супруге для того, чтобы укрепить любовь, чтобы сохранить семью. И также Ибн Хазм какой пример приводит? Разрешается солгать в положении войны. Ну, это тоже понятно, потому что война, у войны особое положение. Война, она состоит из каких-то стратегий, из каких-то хитростей. И вот последняя ситуация, которую мы уже достаточно подробно разобрали, это когда, скажем, преступники, бандиты ищут какого-то брата-мусульманина, хотят ему причинить вред, то в этой ситуации не то, что можно солгать, а ложь является обязательной. И в дополнение вот к тому, что сказал Ибн Хазм, к дополнению к этим словам еще хотелось бы привести слова имама Ан-Навави, рахимахуллах. Полностью его высказывание приводить не будем, только общий смысл его слов. Когда имам Ан-Навави, то есть затронул вот эту тему лжи, в каких ситуациях ложь разрешена, привел примеры, и далее он говорит, далее приводим вот слова имама Ан-Навави: «Валь-ахвату фи хаза куллихи ан юваррия». Но лучше во всех вот этих ситуациях, то есть в ситуациях, которые привел имам Ан-Навави, рахимахуллах, он говорит, лучше во всех этих ситуациях, если человек прибегнет к такой вещи, как таурия. То есть это такой прием, на арабском языке он называется ат-таурия. Что такое таурия? Таурия – это когда человек говорит какое-либо двухсмысленное слово или какую-то фразу, которая имеет два смысла. И говорящий человек, он имеет в виду правду,
то есть тот смысл, который является правдой, а та сторона, которая слушает, она понимает другой смысл от этого слова, другой смысл, который является ложью. И имам ан-Навави говорит, после того, как он объяснил, в каких ситуациях ложь разрешена, он говорит, но еще лучше, если человек прибегнет вот к этому приему ат-таурия. То есть почему он это говорит? Чтобы явной, открытой лжи не было. И чтобы было более понятнее, что такое таурия, вот можем привести также высказывание имама Аль-Мауарди, рахимахуллах, и он приводит два примера для таурия. Первый пример, он приводит историю пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Однажды у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, спросили о его происхождении. То есть это было в положении войны, во время войны, и у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о его происхождении. Пророку нельзя было из военной стратегии, ему нельзя было выдавать, кем он является на самом деле, и он сказал следующее: «Минма», то есть из воды. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он на самом деле сказал правду. То есть он имел в виду, он из воды, то есть как и любой человек, создан из воды, как мы знаем. Но слушающие поняли другое. То есть они поняли, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он из племени вода. То есть у арабов есть такое племя, было такое племя вода. И то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь мы видим, он применил двухсмысленные слова. Он сказал правду, но слушающая сторона поняла другой смысл. Или также как пример можно привести историю, похожую историю. Эта история произошла с Абу Бакром, ради Аллаху анху, когда он был с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, и у Абу Бакра тоже спросили о пророке, саллаллаху алейхи вассаляма. И Абу Бакр, ему нельзя было выдавать на самом деле, кем является пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Бакр что сказал? «Хадин яхдини ас-сабиль». То есть он тот, кто ведет меня по правильному пути. То есть Абу Бакр имел в виду, то есть по правильному пути, то есть по пути ислама. То есть аль-хидая в смысле вот, по пути ислама, по пути религии. Но слушающие поняли другой смысл. Они поняли, что он является проводником. То есть и раньше у арабов были люди, которые были проводниками в пустыне, там, или, скажем, за пределами городов, потому что, знаем, раньше не было трасс, не было дорог, и были люди, которые знали дорогу и проводили незнающих людей или караваны своими путями. И здесь тоже Абу Бакр, ради Аллаху анху, он применил вот этот прием ат-таурия. И хотелось бы теперь вернуться опять к словам ан-Навави. Имам ан-Навави, то есть говорит, лучше, если человек прибегнет вот к этому приему ат-таурия, но если он соврет, без таурии, если он соврет, то это тоже разрешается. И понятно, что таурия не каждый человек может применить. То есть это требует, чтобы человек, у него была смекалка, чтобы он был остроумным, чтобы он сообразительным, чтобы он быстро сориентировался в этой ситуации. Не каждый это может, и поэтому имам ан-Навави что говорит? Но если человек соврет вот в разрешенных ситуациях, то это тоже разрешается. Вот из тех слов, из тех примеров, которые вот мы разобрали, мы видим, что все эти примеры, все эти случаи, в них цель, она благая, цель хорошая, благая, то есть это является даже, можно сказать, необходимостью. И, скажем, приведем такой пример.
разрешается ли человеку соврать, продавая какой-либо товар? Скажем, человек продает машину. В его машине есть какой-то явный дефект, скрытый дефект. Ну, скажем, машина была бита, ее восстановили, отреставрировали. Разрешается ли человеку соврать под предлогом того, что человеку нужны деньги, ему хочется больше заработать? Можно ли в этой ситуации соврать? Да, то есть, естественно, в этой ситуации врать нельзя, потому что вот наш пример, здесь цель, она неблагая, то есть это не соответствует вот тем примерам, которые мы только что приводили. Соврав своему покупателю, мы причиняем ему вред. Мы стараемся заработать больше денег и так далее, и так далее. То есть эта цель, это не такая цель, при которой разрешается солгать. Приведем другой пример. Человек хорошо сдал экзамен, отлично сдал экзамен, и у него спрашивают после экзамена, насколько он сдал этот экзамен, и человек не хочет, чтобы его сглазили, и говорит, что он сдал на 4 или на 3. То есть в этой ситуации можно соврать или нельзя? Ученые говорят, что в этом случае тоже врать нельзя. Врать нельзя. Аллах Субханаху ва Тааля, иншаллах, сохранит такого человека, даже если он боится там сглаза, боится там сихра или еще чего-либо. Аллах Субханаху ва Тааля, иншаллах, его сохранит. И это не такая ситуация, при которой разрешается лгать. И то есть, что из этого хочется сказать, что цель, она должна быть благой, хорошей. То есть вот такой, вот какие приводит примеры Ибн Хазм. То есть это должна быть благая, хорошая цель. И еще одно условие, чтобы ложь была разрешенной, это чтобы достижение этой цели, к ней не было другого пути правдивым путем. Или иначе говоря, если человек может достичь благой, хорошей цели, например, в которой шариат разрешает солгать, но если человек может достичь этой цели без лжи, правдивым путем, то тогда ложь запрещена. То есть это очень важное правило и очень важное ограничение. И на самом деле мы вот этот вопрос полностью не раскрыли. То есть в каких случаях, вот помимо этих разрешается солгать, мы это еще не раскрыли. Это отдельная тема для отдельного урока. Эту тему нужно изучать, нужно смотреть высказывания ученых. Но тем не менее, я думаю, что какое-то представление, какое-то понимание в этом вопросе у нас, иншаллах, появилось. Какие признаки есть у лжеца? Хотелось бы еще вот этот вопрос тоже затронуть. Какие признаки есть у лжеца? Один из признаков – это если мы подвергаем сомнению высказывание лжеца, то он начинает сомневаться, и даже, может быть, он уже готов отказаться от своих слов. То есть это признак того, что человек лжет. Скажем, человек говорит ложь, и мы его речь ставим под сомнение, то есть какими-то вопросами, скажем, какими-то высказываниями. Если он лжет, то он сам начинает сомневаться, то есть начинает как-то нервничать, и, может быть, даже он готов уже отказаться от своих слов. Это признак лжеца. Еще один из признаков – это если мы возражаем лжецу, то он начинает нервничать. И не может
силой, с доказательствами отстаивать свою позицию. Это еще один из признаков лжеца. Потому что человек, если он говорит правду, если он правдив, он уверен, у него есть моральная сила, то есть он будет до последнего свою позицию отстаивать. Если человек лжет, то при малейшем каком-то возражении у него теряется сила. И еще один из признаков лжецов – это то, что проявляется на его внешнем виде, и особенно на его лице. Потому что, как есть такое высказывание, что лицо – это зеркало души. Лицо – зеркало души. И если человек лжет, то это должно как-то проявляться на его внешнем виде. И это является одним из доказательств, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был правдив в своих высказываниях и был искренним. Потому что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слушали сотни, тысячи людей, тысячи сподвижников. Если бы он был лжецом, то обязательно люди это увидели бы. И особенно арабы того времени, потому что у арабов была такая наука, возможно, она на сегодняшний день уже утрачена, забыта. Эта наука называлась аль-фараса. Аль-фараса, и у арабов были такие специалисты, которые по лицу человека, они могли многое рассказать о человеке, о его каких-то скрытых качествах характера, скупой, жадный, щедрый и так далее. Это была целая наука. И вот в этой среде пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он выполнял свое пророчество, миссию, и люди за ним шли, люди ему верили. И даже были случаи, когда приходил какой-либо человек, и ему было достаточно просто взглянуть на лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он тут же принимал ислам. Потому что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на лице видно было, что это правдивый человек. Далее хотелось бы зачитать, рассмотреть некоторые из хадисов, в которых упоминается вот это вот качество аль-казиб, ложь. Ан Аби Хурайрата радийаллаху анху. Передается от Абу Хурайры радийаллаху анху то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: признаков лицемерия 3. Признаков лицемерия 3. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет. Когда он говорит, лжет. Это первый признак лицемерия. Когда заключает договор, нарушает его. И когда ему доверяются, предает. Хадис приводится в Бухари и также приводится в Муслиме, муттафакун алейхи. В другом хадисе, который передается от Абдулла ибн Амру, радийаллаху анхума, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: истинным лицемером является тот, кому присущи 4 качества. И далее перечисляет эти качества. Извиняюсь, то есть есть продолжение хадиса. Отличающийся каким-либо из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет вот эти 4 качества. Тот, кто предает, когда ему доверяют. Это первое качество. Лжет, когда рассказывает. Это второе качество. Поступает вероломно, когда заключает договор. Это третье качество. И допускает беззаконие, когда враждует с кем-либо. Хадис тоже приводится в Бухари и Муслим. Также передается от Абу Умама, радийаллаху анху, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ана заимун би бейтин фи рабадил джанна
لمن ترك المراء وإن كان محقا. Я гарантирую дом на краю рая тому, кто оставит спор, даже если он прав. То есть здесь речь идет про спор, от которого нет пользы. То есть, скажем, есть дискуссия, научная дискуссия, обсуждение каких-то вопросов фикха, шариата, это разрешается, если это соблюдается определенные правила, если соблюдается этикет ведения дискуссии, это разрешено. Но здесь в хадисе речь идет про спор бесполезный, который не ведет ни к чему благому. И вернусь к хадису, и пророк ﷺ говорит, что он гарантирует дом на краю рая тому, кто оставит спор, даже если он прав. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. И гарантирую дом в середине рая тому, кто оставит ложь, даже в шутку. То есть это вот то, что касается нашей лекции. Если мы избавимся от этого качества так, что даже в наших шутках не будет лжи, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гарантирует нам дом в середине рая. И в продолжении хадиса пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Уаби бейтин фи а'ля аль-джанна лиман хасуна хулюку». И гарантирую дом на самом верху рая тому, чей нрав будет благим. Хадис приводится у Абу Дауда. Приводится от Аль-Мугира ибн Шу'ба, радиаллаху анху, где он говорит, что я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна кадибан алейя лейса кадибин аля ахадин. Ман кадаба алейя мутааммидан фальятабауа мак'адаху минан нар». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто намеренно возведет на меня ложь, пусть приготовится занять свое место в огне. Еще раз зачитаю: кто намеренно возведет на меня ложь, пусть приготовится занять свое место в огне. И на самом деле ложь относительно Аллаха субханаху ва тааля или ложь относительно пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, вот такая ложь, она является самой опасной и самой страшной. И вот, зачитав вот этот хадис, хотелось бы вернуться к такому вопросу: хукмуль кадиб. Какой хукм у лжи? То есть, или по-другому, к каким грехам относится ложь? Потому что мы знаем, что есть грехи большие, есть грехи малые. Ложь к каким грехам относится? И здесь упоминается мнение Ибн Хаджар и имама Ад-Дахаби. То есть два великих имама, Ибн Хаджар и Ад-Дахаби, рахимахум Аллах, они упоминают, что ложь, на которую нету разрешения, вот такая ложь, она является большим грехом. Это относится к большим грехам. وَأَفْحَشُ الْكَذِبِ مَا كَانَ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. И самой омерзительной, самой страшной ложью является ложь на Аллаха субханаху ва тааля и на его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому лжи рознь. Как бы, скажем, тяжесть вот греховности лжи, она разная. И самая страшная ложь, это когда человек наговаривает на Аллаха или наговаривает на пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
То есть Хаким ибн Хизам, ради Аллаху анху, говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: продавец и покупатель, то есть здесь речь идет про торговую сделку. Продавец и покупатель имеют право выбора до тех пор, пока не расстанутся. Если они будут правдивы и разъяснят, их сделка будет благодатной для них. А если они сокроют и солгут, их сделка будет лишена благодати. То есть о чем это нам говорит? Если мы что-либо продаем, это на самом деле очень нелегко, это очень актуальный вопрос, касается каждого из нас в первую очередь. Про себя говорю. Когда мы продаем что-либо, есть такой соблазн утаить недостатки. Есть такой соблазн. И часто риэлтор начинает говорить, недостатки не говорите, иначе вы никогда не продадите свой товар. И у человека такой соблазн появляется, даже у верующего, даже человек с крепким иманом, он хочет продать подороже, но хадис нам о чем говорит? Если мы утаиваем недостатки, то эта сделка, она лишена благодати, то есть бараката в этой сделке нет. И если человек думает, что от такой сделки, от этих денег, которые он получит, что он получит какой-то баракат, благодать, то этот человек глубоко ошибается. Еще в одном хадисе приводится от Абу Гурайра, ради Аллаху анху, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, сразу перевод зачитаю: «В день воскресения Аллах не заговорит с тремя, не посмотрит на них и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание». То есть речь идет про три категории людей. И дальше пророк саллаллаху алейхи разъясняет, что это за люди. Первое – это блудливый старец, то есть это старик, блудливый старик, то есть старик, который совершает зина. Это первый. Второе – лживый правитель. Это то, что касается нашей сегодняшней темы. Лживый правитель. И третья категория людей – это горделивый бедняк. Горделивый бедняк. Почему здесь упоминается горделивый бедняк? Ученые говорят, потому что у бедняка нету того, чтобы его сподвигло на высокомерие. То есть, понятно, богатый человек, он богат, его богатство его подталкивает на высокомерие. Это не оправдывает богатого, но просто, чтобы понять смысл этого хадиса. А бедняк, у него нет богатства, если он, несмотря на это, все равно горделив, высокомерен, то для него будет это наказание, которое упомянуто в этом хадисе. Еще один хадис хотелось бы зачитать. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Хадис приводится в Ат-Тирмизи, приводится от Абу Хурайры, ради Аллаху анху, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передавать дальше все, что бы он не услышал. То есть, если человек все, что до него доходит, он передает дальше, то этого уже достаточно. Этот человек уже лжец. И под этим хадисом хотелось бы вспомнить нашу сегодняшнюю ситуацию, нашу сегодняшнюю реаль. Это то, что касается наших телефонов, групп, WhatsApp и так далее. Если посмотреть на это в свете этого хадиса, то
очень часто мы подпадаем под этот хадис. То есть очень часто нам пришло какое-то сообщение, может быть это там хадисы, аяты и так далее, мы это пересылаем дальше. Не убедившись, не зная достоверность этого, мы передаем дальше. Или там приходит какая-то информация, не хадисы, может быть, что просто какие-то новости и так далее, может быть, это гайбат, еще что-то, мы это берем, пересылаем дальше. Хотя на самом деле это может оказаться ложью. То есть те хадисы, которые вот мы пересылаем дальше, это могут быть ложными хадисами. Те высказывания, там, может быть, ученых, это на самом деле не высказывания ученых и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый из нас вот пересмотрел свое отношение вот к гаджетам в свете вот этого хадиса. Еще один хадис хотелось бы привести. От Умму Кульсум бинт Укба ибн Аби Муайт радиаллаху анха. То, что она слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: не является лжецом тот, кто старается примирить людей, сообщая им нечто благое. То есть этот хадис мы в начале нашего урока разбирали. Если человек примиряет две стороны, то этот человек, ему разрешается солгать. И в завершении нашей сегодняшней лекции хотелось бы вот завершить таким хадисом. Ан Муавията ибн Хайдата аль-Кушайри радиаллаху анху. Он говорит, что я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: горе тому, кто лжет для того, чтобы посмешить людей. Горе ему, горе ему. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторяет это несколько раз. Хадис приводится у Абу Дауда. И на этом сегодня хотелось бы нашу лекцию завершить. И надеюсь, что после этой лекции у нас появилось больше понимания в этом вопросе, что мы получили какую-то выгоду, какую-то пользу от этой лекции. И просим у Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он очистил нас от лжи, чтобы наша речь, наши разговоры, чтобы в них не было никакой лжи, чтобы мы говорили только правду, и чтобы Аллах субханаху ва тааля ввел нас в рай. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.